Здравствуйте, друзья! Пока все обсуждают внешнюю политику и громкие заголовки, у нас в стране под шумок проходят гораздо более серьезные и тревожные внутренние реформы. Недавно был принят закон о территориальной обороне, и на первый взгляд ничего особенного. Но если вчитаться, оказывается, формирование этих сил будет подчиняться не президенту, а местному акиму. А теперь внимание! В ближайшее время в Казахстане планируется ввести выборность акимов. Начинаются реформы с акимами. Это связано с тем, чтобы инициировать пиар-программу, вот эту вот либеральную, что типа акимы не справляются и так далее, для продвижения выборности акимов. Так называемая прямая демократия. Типа вот сейчас сделаем реформы определенные законодательные, и вот тогда у нас в Казахстане наступит счастье. Естественно, счастье у нас не наступит, а наступит точно его противоположность. То есть у нас появляется структура военизированная, вооруженная, и она будет под контролем выборных акимов, а не центра. А кто будет продвигать этих выборных акимов? За навязыванием выборности акимов стоят внешние силы через внутренний олигархат. Вот мы и подошли к сути. Местная власть становится не просто выборной, она получает собственную силовую структуру. И, как показывает закон, именно аким будет руководителем территориальной обороны в своем регионе. Дело в том, что согласно новому закону акимов наделят новыми полномочиями. Как пишет издание Тенгри Ньюс, цитирую: «Согласно закону Министерство обороны, как уполномоченный орган в сфере территориальной обороны, разрабатывает правила подготовки и ведения территориальной обороны, определяет перечень объектов территориальной обороны, обеспечивает территориальные войска вооружением, а также осуществляет государственный контроль в рассматриваемой сфере». В то же время статья 13 данного закона устанавливает, что аким является начальником территориальной обороны, соответствующей административно-территориальной единицы, и несет ответственность за ее организацию и состояние. А теперь представьте, такой аким выигрывает выборы, но его курирует не центр, а олигархи. Например, Смагулов, Утимуратов или кто-нибудь за границей. А в его распоряжении вооруженная тероборона, которую он может использовать как захочет. То есть аким будет таким мини-царьком со своей мини-армией, которого президент не сможет ни снять, ни назначить. Мы рискуем получить несколько мини-президентов в ключевых регионах: Алматы, Астана, Западный Казахстан, все со своими армиями, бюджетами и политическими хозяевами. А также он будет управлять еще и огромными бюджетами. В 3 регионах как минимум эти огромные бюджеты есть. То есть акимы в 3 регионах, в Атырауской области, в Алмате и в Астане, будут диктовать условия центральной власти во всех смыслах, в том числе и в силовом методе. И, соответственно, к чему это может привести? К тому, что если нашим многоуважаемым западным партнерам не удастся по каким-то причинам продвинуть в ходе очередного Майдана своего президента, то они просто устроят у нас гражданскую войну посредством своих мини-президентов акимов, либо на севере при одном раскладе ситуации, либо на западе при другом раскладе ситуации. Все это будет зависеть только от сложившейся ситуации, более выгодные для них или менее выгодные для них. То есть новый Донбасс или там другие, собственно, какие-то цели они будут перед собой ставить. Но в любом случае, то есть мы в любом случае получаем в перспективе, как бы там дела не пошли, плохо у них или хорошо, для нас это все будет плохо, потому что мы получаем в перспективе гражданскую войну только в разных регионах. И самое страшное — это не фантазии. Это вполне рабочая схема, опробованная в других странах. И при определенной расстановке сил может быть реализована и здесь. Конечно, это происходит с попустительства администрации президента и самого президента, потому что если нам отсюда видны эти перспективы, то сверху они просто не могут этого не замечать. Точнее, они делают вид, что этого не замечают. Это я и называю государственной изменой, это и называется путч. После того, как я прочитала пост Бударова и посмотрела его видео, честно, у меня волосы встали дыбом. Сказать, что мой шок в шоке, ничего не сказать. Да,
Его позиция очень провокационная, местами даже пугающая. Но именно этим она и интересна, потому что кто-то должен хотя бы озвучить то, что другие боятся произнести. Я задала вопрос своим подписчикам, а что делать с этим знанием? И один из самых честных ответов был расслабиться и получать удовольствие. И, может быть, это единственное, что нам остается делать. А вы как думаете? Поделитесь своим мнением в комментариях.